Скоро в школу. Под таким названием в Центральной районной библиотеке прошел очередной веселый и интересный семейный выходной. Мероприятие провела служба семьи совместно с районной детской библиотекой и детской школой искусств. Ребят на этот раз развлекали Буратино с Мальвиной. Они задавали ребятам вопросы, загадывали загадки, смешили шутками, провели разные веселые игры. Добрые любить, с математикой дружить. От лица перо Мальвины ваш дружище Буратино. Я написал, да. У меня тоже еще есть. Пусть вам учебный год только гадости несет. Получайте только двойки, очень редко можно тройки. Бейте окна и витрины, не ходите. И ходите в магазины, проводите больше драк. Ой-ой-ой. Привет, старушка! Чем это телеграмма? Шапокляк! Вот какая шапокляк! Старушка. Да, вредная, да. Вот это вредная старушка. Она можно так делать, ребята? Нет. Нет, в школу надо красиво ходить, Да. и вести себя очень хорошо. Да. Что добрый сказки ходит в дом, что с детства каждому знаком. Кто ничего не бывает, на поколение белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как? Игры и танцы дальше сменились познавательным мастер-классом, который провели преподаватели детской школы искусств. Они предложили сделать закладки для книг из деревянных палочек и цветной бумаги. Девчонки и мальчишки очень умело справились с заданиями. На семейном выходном были подведены итоги благотворительной акции «Помоги собраться в школу», которая традиционно проводится в преддверии начала учебного года. Таким образом, 108 детей из многодетных и малоимущих семей получили наборы с необходимыми в учебе принадлежностями. Ребята, то, что вы сегодня получили, вот эти вот призы, подарки, школьные наборы, канцелярские товары, это все результат проведенной нами акции, благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Она проходит уже в 9-й год подряд в нашей республике, и очень много предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и просто неравнодушных граждан приняли в ней участие и собрали для вас ручки, тетрадки, альбомы, краски, карандаши и так далее, и так далее. Все, что нужно нашим детям, чтобы подготовиться к школе. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто принял участие в этой акции. Это ООО «Уют», Клиш Жилсервис, ООО «Агроил», ОНО «Центр социального обслуживания населения «Добро», Верхнеиркутская центральная районная больница, служба семьи, Центральная районная библиотека, банк «Уралсиб», «Газпром», пожарная часть, пенсионный фонд, ООО «Рынок», «Башкирэнерго», ПМК «Илишевская», Илишевский ОКС, КФК Мухаммадуллина, отдел культуры, ООО «Экомир», финансовое управление, администрация Люновского сельского совета, сельхозуправление, школа имени Талгата Усуловича Рахманова, средняя образовательная школа села Карабашева, села Кадырова, лицей села Нижнеиркеево, магазины «Резидушка», «Мегапланета», «Фикс Прайс», «Восток», «Арзан», индивидуальный предприниматель Садриддинов Рифат Ришатович и лично от себя, лично от своих семей Гореев Ришат Фанависович, Багманова Аниса Саттаровна, Нуртинова Русалина Рамилевна, Гарифуллин Рашид Гафиятович и Ялалов Ильсур Маратович.
Благодаря им мы на сегодняшний день собрали вот этих канцелярских товаров. Есть у нас и несколько сумок, рюкзаков, мешков для обуви, школьная форма, предоставленная магазином «Везидушка», на общую сумму свыше 100 тысяч. Но это далеко не предел, акция еще продолжается, еще целую неделю будет продолжаться. И я надеюсь, что мы сможем обеспечить всех наших детишек необходимым к школе. Еще раз поаплодируем им, скажем огромное спасибо за их доброе сердце. Çok rahmetten şoşunday neler uyuşturgan için oyunlar, balalarının konuları buldu, çok mükavarlıklar oldular. Rahmet sizge, bağlısılar. Sizge tozalıq, uzun ömür tilep kalan iştirak alından yanmalıklar. Спасибо всем организаторам и за прекрасные подарки. Вот, приятно было. Вот первый раз в первый класс идем, молодая мама. Вот. Очень приятно было, красивый праздник. Спасибо вам большое. Атмосфера веселья, дружелюбное общение и праздничное настроение – все это, несомненно, помогло семьям еще более сблизиться и с позитивным настроем подготовиться к школьным будням. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Лиш».